Ну, а мы вспоминаем баталии подобного рода в предыдущие годы, в предыдущие дни. Мы вспоминаем, как в итальянских Альпах блистали испанские велогоровосходители тоже. Тут заявил о том Мигель Индурайн в статье «Газета делlo Sport», что он считает, что испанский велоспорт еще более возрождается за счет того, как пошел Квита. Но он говорит, что это на самом деле неправильно говорит, что это первый горный этап, на самом деле он второй, и тот был тоже нелегким предыдущий, но, естественно, соперники в генеральной классификации пойдут по-настоящему здесь. Придется побороться с непростыми погодными условиями, и я думаю, что Liquigas, скорее всего, возьмет гонку под контроль на таком непогожем этапе. Ну и... Соответственно, все прекрасно понимают, что Liquigas, поскольку назвались груздями еще до старта нынешнего Giro d'Italia, то они должны, соответственно, выполнять свои обещания и должны в горах идти вперед. Альберто Вольпи, известный спортивный директор и гонщик, говорит о том, что это не из тех этапов, хоть и длинные подъемы, которые невозможно контролировать. Здесь все вполне педалабеле, два красивых подъема, и Жу, и к Червини. Но это практически 2000 метров над уровнем моря, и это, конечно, очень непросто. Вообще-то говоря, тактика этой гонки заключается просто в том, что тактика зависит от ног. Какая будет нога, такая будет и тактика. То есть у нас есть разные схемы на этот счет, но посмотрим, как выдержит Иван Бацо и, соответственно, за что мы сумеем бороться под конец. В прошлом году в таких же холодных условиях сражался впереди Альберто Контадор. Ну а Родригес говорит, что, в принципе, немножко преувеличивается, конечно, то, что он сильно страдает в холодную погоду. Да, его возможности несколько ограничиваются, но других тоже. И главное, чтобы снег не повалил вовсю. Вот об одном он только просит природу. Пока идет такой мерзкий дождик, и температура находится в пределах 4 градусов тепла всего-то навсего. Вот на этой высоте. И все затянуто облаками, и великолепный Матерхорн, и перевалы Теодуль Глейчера, которые нависают над Червини и открывают выход на плато Роза, где до сих пор крутятся подъемники, но, правда, там очень плохо видно и, естественно, тяжело кататься, а так вообще все лето работают подъемники. В итальянске останавливаются, и, в принципе, там только с начала июля все. Ну, в общем-то, сегодня действительно такой не подарок в плане пейзажа, а не только условий для гонки. Но что поделаешь. Главное, в конце концов, чтобы мы видели шоссе и чтобы работал ретранслятор. А с этим вроде все в порядке.